В регионе объявлен конкурс для желающих учиться в школе фермера. Заявки принимаются до 30 марта. Документы могут подать как действующие фермеры, ЛПХ, члены кооперативов, так и жители Чувашии, планирующие заняться агробизнесом. Передовые методы ведения фермерского хозяйства, повышение финансовой и экономической грамотности, знакомство с новейшими агротехнологиями. Практика на ведущих предприятиях агропромышленного комплекса и фермерских хозяйствах. Все это за 3 месяца обучения в школе фермера. Занятия очные и дистанционные на базе Чувашского государственного аграрного университета. Решили сохранить направление ягодоводства. Все-таки для нашей республики это направление очень интересно, и мы постоянно говорим о повышении эффективности каждого гектара. С 1 гектара при производстве ягод можно получить выручку до 2, 3, 4 миллионов рублей. Если, например, на зерне 60-70 тысяч рублей. Ну, вот видите, разрыв какой, да? И это и рабочие места, и студентов можно занять в летнее время у нас. И кроме этого, огромный спрос на ягоды, 70-80% ягод в страну завозится, то есть тут рынок пока свободен. Добавили новое направление – аграрный туризм и сельский туризм. Теперь тоже появляется возможность Минсельхоз России поддерживать это направление выделением грантов. Третье направление – это новое направление, мы решили включить овцеводство. Положение, форма заявки и другая информация есть на сайте Россельхозбанка и Минсельхоза Чувашии. Как организовать крестьянское фермерское хозяйство и развить сбыт, особенности государственного регулирования и меры поддержки малых форм хозяйствования. Все нюансы можно узнать в школе фермера. Это образовательный проект Россельхозбанка и первая в России площадка, которая объединила возможности банка, Министерства сельского хозяйства, регионов, вузов, крупного бизнеса и фермеров. Цель проекта – развитие фермерского движения и создание финансово устойчивых и рентабельных предприятий АПК. За 2 года уже 27 выпускников получили гранты на развитие своего бизнеса на сумму 185 миллионов рублей. 20 грантов «Перспектива», 5 агростартапов и 2 на развитие семейных ферм. Татьяна Трофимова, Антонина Маркова, Республика.